В международном аэропорту имени Владислава Ардзинба президента Татарстана встречал премьер-министр Артур Меквабия. Он поздравил гостя с недавней победой на выборах. Здравствуйте. От всей души вас приветствую. Спасибо. На нашей земле. Спасибо за то, что вы прибыли. Очень рад вас видеть. И хочу вас еще раз поздравить с победой. Безусловно, большое, красиво. А я вас с вашим праздником. Спасибо. В первую очередь Артур Меквабия и Рустам Минниханов отправились на мемориальный комплекс первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, где возложили цветы. Затем в администрации президента состоялась встреча Рауля Хаджимба и Рустама Минниханова. Президент Абхазии поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Казань и подчеркнул, что успешный опыт Татарстана полезен для нашей страны. После той встречи, которая была у вас в Татарстане, остались самые теплые воспоминания, впечатления. И хочется, чтобы вот эти впечатления реализовывались бы в делах. Получать взаимовыгодные отношения, несомненно, это будет полезно в первую очередь для нас, для Абхазии, у которой самые тесные отношения, которые складывались еще с периода становления абхазского государства. Мы с вами говорили, первый договор о сотрудничестве был заключен с Татарстаном. И все эти годы Татарстан поддерживал нас в нашем становлении. Хотелось бы, чтобы мы с вами продолжили бы эти традиции. У нас огромный потенциал для сотрудничества, подчеркнул в свою очередь Рустам Минниханов. Хочу отметить, что российские и абхазские отношения такие, что мы должны очень хорошо работать и на региональном уровне. Я очень благодарен и премьер-министру вашего государства, и вам лично за ваш визит в республику. И, конечно же, мы очень заинтересованы активно работать, потому что тот потенциал, который есть в республике Татарстан, есть в Абхазии, и востребованность в друг друге, она огромная. А что касается дождя, у вас дождь очень теплый, хороший. И вообще, когда какие-то дела начинаешь, когда идет дождь, это как бы хорошее предисловие. Поэтому мы приехали тоже с делегацией, будем внимательно обсуждать все те наработки, которые у нас сегодня есть. И я хочу подтвердить, что сегодня для четкой, слаженной работы есть все основания. В составе большой делегации Татарстана руководители экономического и туристического блока, представители ведущих компаний Татарстана. В ходе встречи с членами делегации президент Рауль Хаджимба обозначил главные приоритеты сотрудничества между Абхазией и Татарстаном. Это туристическая сфера, сельское хозяйство, транспортно-логистическая инфраструктура с морскими портами, аэропортом и железной дорогой. Президент отметил, что отношения между Татарстаном и Абхазией традиционно дружеские. Они зародились еще во времена первого президента страны Владислава Ардзинба и тогдашнего главы Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. В трудные для нас времена Татарстан был рядом с Абхазией, и мы всегда с благодарностью будем помнить об этом. Уверен, что мы должны вывести сотрудничество между Абхазией и Татарстаном на качественно новый, современный и взаимовыгодный уровень. На нас произвели большое впечатление достижения Республики Татарстан. Этот опыт очень важен для нас, и мы хотели бы его использовать. Мы заинтересованы в приходе в нашу страну инвестиций из Татарстана. И мы надеемся, что вы изучите эти перспективы. Хочу подчеркнуть, что государство берет на себя решение задачи о создании надежных гарантий собственности и инвестиций. Рауль Хаджимба обратил внимание инвесторов на перспективный восточный район Абхазии. В Восточной Абхазии необходимо создание туристической инфраструктуры, способной принять и обслужить тысячи отдыхающих, так как все более очевидным становится дефицит мест, которые мы можем предоставить. Кроме того, плодородные земли, расположенные в этих районах, являются прекрасным условием для того, чтобы они стали локомотивом развития сельского хозяйства. Большой интерес для нас представляют инновационные технологии, активно применяемые в Татарстане. Взаимодействие в области культурного и информационного обмена, образования и медицины.
Рустам Минниханов подчеркнул, что рассчитывает на увеличение товарооборота между республиками. Высказал пожелание, что в ходе визита татарстанские и абхазские бизнесмены договорятся о совместных проектах. Президент Татарстана также обозначил широкий спектр перспективных направлений для сотрудничества. Совместные проекты в области агропромышленного комплекса, конечно же, туризм, автомобилестроение. Как вы знаете, у нас есть автомобильный завод КАМАЗ, Форд Солерс, и эти машины, они могли быть интересны. Шины, нефтехимические продукции, бытовая химия, в вопросах здравоохранения, фармацевтики, ну и, конечно, наука, образование, спорт. Татарстан – один из регионов-лидеров по уровню развития в России. В республике действуют две особые экономические зоны – промышленные парки, технопарки и технополисы. В 2014 году Татарстан занял первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. О развитии агропромышленного комплекса Татарстана рассказал министр сельского хозяйства республики. По итогам 2015 года мы завершим 220 миллиардами рублей валовой продукции сельского хозяйства, и при этом и располагая 2% сельхозугодий страны, мы производим 4,5% продукции сельского хозяйства Российской Федерации. А по малому объему мы третьи после Краснодарского края и Ростовской области. Еще в 2014 году Татарстан занял первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Во внешнем мире нашими партнерами торговыми сегодня являются более 140 стран мира. И эта цифра продолжает расти. Сегодня уже мировые бренды выбирают Республику Татарстан для локализации производства. В 2014 году Татарстан привлек прямых иностранных инвестиций 1,2 миллиона долларов в день. Об экономическом и инвестиционном потенциале Абхазии рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Сериков. Он также проинформировал о существующем режиме беспошлинной торговли между Абхазией и Россией и либеральном налоговом законодательстве в нашей стране. Вопрос статистики и финансов для нас станет весьма актуальным, поэтому мы глубоко убеждены, что большая часть экономики у нас пока что находится в тени, у нас стоят амбициозные планы по выведению из тени, поэтому реальные показатели, на наш взгляд, порядка не менее чем в 2 раза выше, чем показано на этом слайде. Основополагающим направлением экономики страны у нас выступает торговля, связь, туризм и строительство. Внешний торговый оборот в 2014 году составил порядка 20 миллиардов рублей, при этом экспорт составил почти 3 миллиарда, импорт 17 миллиардов. Отрицательный сальдо, торговый баланс составляет 14 миллиардов. Вызван главным образом завозом следующих продуктов: это питание, горюче-смазочные материалы, строительные материалы. Отдельный вес этих трех торговых групп составляет порядка 53% нашего импорта. 86% нашего экспорта – это продукция агропромышленного комплекса. Среди нее выделяется производство цитрусовых, в частности мандарин, всем известный торговый бренд «Абхазский мандарин», который весьма популярен в Российской Федерации. Например, в прошлом году мы вывезли порядка 36 тысяч тонн, а также ореховый, который, по нашим оценкам, в прошлом году было произведено и вывезено порядка 15 тысяч тонн. А неплохие объемы относительно молодых для Абхазии культур, это такие, как фейхоа, это киви, который активно в последние годы развивается, и мы считаем, что экспортный потенциал этой продукции тоже весьма велик, особенно в свете последних событий в Российской Федерации. Эта продукция на территории Российской Федерации в принципе не производится, поэтому у Абхазии открываются очень большие перспективы по экспорту этой продукции в Российской Федерации. Импорт у нас увеличивается каждый год, связано это в первую очередь с ростом туристического потока. В структуре импорта в основном это, как я уже говорил, горюче-смазочные материалы, стройматериалы, машины, оборудование и продукты питания. Торговые партнеры России, Абхазии в данный момент львиную долю структуры занимает Российская Федерация, это порядка 58%, и порядка 15% это Турецкая Республика. Отдельно хотелось оговориться про налоговое окружение Республики Абхазия. На наш взгляд, налоговое законодательство Республики Абхазия является весьма либеральным, и даже если сравнивать ее не только с Российской Федерацией, но и даже с большинством всем на слуху известных стран, таких как Сингапур и Малайзия. Основными налогами, которые сейчас действуют в Республике Абхазия, это является налог на прибыль в размере 18%, налог на добавленную стоимость 10%, налог на имущество 0,2%, земельный налог, у которого крайне либеральная ставка, например, земельный налог на сельхозугодие за гектар 300 рублей в год.
Я думаю, что в Российской Федерации он, наверное, в десятки раз выше, чем у нас. В прошлом году у нас был подписан закон об инвестиционной деятельности. Инвестор, причем, получает льготы, обнуление налоговой ставки по налогу на прибыль, по налогу на имущество. Форма инвестирования может быть как частная 100%, так и по принципу частно-государственного партнерства. Министр экономики Абхазии представил несколько проектов, которые уже находятся в разработке. Среди них строительство Ачимчирского морского грузового порта, для чего понадобится более 1 миллиарда рублей. У нас буквально в прошлом месяце тоже было создано инвестиционное агентство при Министерстве экономики, которое тоже будет работать по принципу одного окна в развитии закона об инвестиционной деятельности. Также подходит к завершению работа по написанию стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Отдельно хотел бы поблагодарить своего коллегу из Республики Татарстан, министра экономики, который активно включился в этот процесс. Мы отправляли свои материалы, они прислали свои рекомендации, предложения, которые мы обязательно с удовольствием будем учитывать. Уважаемый Рауль Джумкович, уважаемый Рустам Нургалиевич, я, с вашего позволения, хотел бы в дополнение к тому, что сказал наш уважаемый вице-премьер Дмитрий Николаевич Сейков, представить несколько направлений, которые мы в ходе ранних визитов наших коллег из Татарстана наработали, нащупали. С вашего позволения я хотел бы перейти к ним. Я хотел бы остановиться на проекте модернизации морского грузового порта в городе Ачимчира. На сегодняшний день данный объект представляет собой действующий грузовой порт с грузопропускной способностью до 460 тысяч тонн груза в год. Это в основном на сегодня сыпучие грузы, уголь и инертные материалы, которые экспортируются из Республики Абхазия в Турцию и другие страны. Представленный вашему вниманию вариант развития порта предполагает существенную модернизацию действующей инфраструктуры, а также строительство 2 новых грузовых причалов общей длиной 420 метров, углубление акватории до 7 метров. Все это позволит увеличить грузопропускную способность практически в 10 раз, до 4 миллионов грузов в год. По нашим подсчетам, необходимые инвестиции для реализации этого сценария составят 1,2 миллиарда рублей. Срок окупаемости до 4 лет с учетом текущих грузопотоков и привлечение транзитных грузов в силу перегруженности российских морских портов в акватории Черноморского бассейна, ближайших морских портов. По завершении расширенной встречи президенты Абхазии и Татарстана вышли к журналистам. Они вновь обозначили приоритетные направления сотрудничества. В первую очередь, это все-таки туристическая, курортная сфера. Мы благодатный край, и не использовать эти возможности было бы неверно. Есть и направление аграрного сектора, который важен очень для нас и важен для туриста, приезжающего в Абхазию. Мы должны обеспечить туристов своими продуктами, а не завозить их откуда-то. Есть и другие направления, которые очень важны для Абхазии. Это энергетика. Энергетика сегодня самая дешевая у нас. Это не использовать для инвестора было бы неверно. Налогообложение. И самые, практически у нас льготные условия для того, чтобы инвестиции приходили сюда. Есть все возможности в рамках российско-абхазских отношений выстроить очень не только дружеские, но и деловые отношения. Вот в части деловых отношений, я уже говорил, пока уровень нашего взаимодействия невысок, там $1,5 миллиона США, это очень мало. Какие направления? Конечно же, агропромышленный комплекс. У вас очень благодатная природно-климатическая среда, и здесь надо бы посмотреть. Второе, конечно, мы одни из крупнейших производителей полимеров, бытовой химии, автомобилей. Значит, эти товары, изделия, они нужны в вашей стране. С другой стороны, мы востребованы в тех продукции, которые у вас делаются в Абхазии. Мы готовы предоставить тоже свои торговые для опта, для розницы
Следующее направление, конечно, туризм. По своей привлекательности и туристической возможности Абхазия – это одно из таких самых интересных мест для отдыха. Мы считаем, что в этом направлении мы тоже будем активно сотрудничать. Также мы говорим вопросы образования. Студенты из Абхазии могли бы обучаться в наших вузах. Значит, IT-направление, направление, связанное с медициной. Все эти вопросы, они имеют большую перспективу сегодня. Одним из пунктов программы визита президента Татарстана было посещение Сухумского молочного завода и некоторых предприятий Ачимчирского района. На объекты Минниханов выехал в сопровождении абхазского премьера и других официальных лиц. На Сухумском молочном заводе Рустаму Минниханову продемонстрировали оборудование, рассказали о планах и перспективах. Минниханов предложил использовать на предприятии сухое молоко, которое производят в Татарстане. У нас молока хватает сухого. Посмотреть, какой ассортимент можно здесь. Потом можно завозить вдобавок то, что здесь нет. От себя завозить. Это же новые рынки вам открываются. После посещения Сухумского молочного завода премьер пригласил гостя посетить Ачимчирский район, в частности, тепличное хозяйство в селе Кындык, совместное абхазо-турецкое предприятие по выращиванию томатов. Президент Татарстана поинтересовался, какую технологию здесь используют и какова урожайность. Они планируют 25 килограмм здесь, уже 83 получаем. Здесь охлаждать надо, но охлаждать дороже получается, чем обогревать. Поэтому надо присматривать, конечно, и такие теплицы, и другие. Рустам Минниханов осмотрел теплицы, побеседовал с руководством компании. В четверг вечером президент Татарстана вылетел в Сочи. Была Кварчия, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.